Спланирована работа оперативных групп, межведомственных оперативных групп Главного управления, комиссии по чрезвычайной ситуации, в рамках которых убытие оперативных групп по реке Лена Ленского и Алекминского районов уже планируется 5 мая. По реке Амга, по реке Тата также 5 мая спланировано, по реке Алдан на 8 мая спланировано, и по северо-западу, по Колымской группе районов спланирована работа 15-18 мая, убытие оперативных групп. Состав оперативных групп уже известен. Мониторинг паводковой обстановки на реках республики будет осуществляться гидрологическими постами, а также авиацией МЧС России и авиацией Республики Саха-Якутия по мониторингу гидрологической обстановки, а также переброски оперативных групп. На муниципальных образованиях нами организовано взаимодействие с Иркутским УГМС, тесное взаимодействие в ежедневном, ежесуточном режиме, оперативными группами Главного управления МЧС России по Иркутской области в верховьях реки Лена, где мы, соответственно, в первых числах мая, первой декаде мая примем эстафету и будем обеспечивать безопасность нашего населения на всей территории нашей республики. Также хочу отметить, что созданы команды взрывников на случай образования на реках республики. Взрывные команды будут входить в состав комиссии по чрезвычайным ситуациям. В муниципальных образованиях, хочу отметить, тоже созданы оперативные штабы, оперативные группы, созданы резервы необходимые, также проведены командно-штабные учения, подготовлены пункты временного размещения на случай необходимой эвакуации жителей, которые обеспечены также продуктами первой необходимости, медикаментами, питьевой водой, обеспечена пожарная безопасность и охрана общественного порядка. Сил в настоящее время сформирована группировка в соответствии с планом по смягчению рисков на территории республики свыше 16 тысяч человек и 3000 единиц техники. Также будет применяться, как я уже сказал, авиация МЧС России и авиация Республики Саха-Якутия, беспилотные авиационные системы, и будет организована работа оперативных групп муниципальных образований, куда будут входить местные пожарно-спасательные гарнизоны, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам для эвакуации на случай необходимости или затопления населенных пунктов наших жителей. Вскрытие рек на территории Республики Саха-Якутия предполагается от 1 до 3 суток раньше обычных сроков. Вскрытие реки Лена в пределах Ленского и Алекминского районов у нас ожидается с 8 по 15 мая. На участке Покровский, Якутск, Ангаласа с 15 по 18. В районе поселка Сангар, в пределах Кобяйского района с 19 по 21 мая. И в районе поселка Кюсюр в последних числах мая. В течение второй декады у нас скроются ото льда реки, это Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход же на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая, а в устьевых участках рек в первой декаде июня. И максимальные уровни воды весеннего половодья у нас ожидается выше средних многолетних значений, а на реке Лена в пределах Ленского района и на реках северо-востока близкими к норме. А по каким территориям ожидается самая сложная обстановка? Ожидаем такую более, скажем так, сложную обстановку. Это по реке Амга, где у нас уровни ожидаются выше средних многолетних значений. Самого села Амга ожидаем от 850 до 950 сантиметров, при опасной отметке 925. И Харбалах-Тирють от 900 до 1000 сантиметров. По бассейну реки Амга у нас отмечаются достаточно высокие снегозапасы, более порядка 150%. Но также снегозапасы у нас с учетом прошлого года, аналог прошлого года возьмем, в принципе у нас снегозапасы совпадают. И толщина льда на реке Амга на сегодняшний день она меньше нормы, но все-таки вызывает ситуация из-за снега, из-за большого количества снега, что уровни будут достаточно высокие. Город Якутск также у нас ожидается, что уровни у нас достигнут отметки от 700 до 800 сантиметров, при опасной отметке 827. Но при условии формирования затора льда, то есть мы можем достигнуть опасную отметку и превысить ее до 1 метра. По Колыме опасных явлений мы не ожидаем, так же как и наши коллеги с Колымского УГМС. Ледоход пройдет при средних уровнях. О ситуации, которая может возникнуть в период весеннего половодья. И наш центр мониторинга прогнозирования службы спасения
выпустил уточненный это прогноз. Мы предполагаем с вероятностью до 60-70%. Это может быть в Намском, Мейно-Кангаласском, Усть-Салданском, Токобяйском и городском округе Якутск, то есть в центральной группе районов. Ситуация напряженная и может интенсивно развиваться в муниципальных районах, находящихся вдоль реки Амга. И на сегодня коллеги в рамках подготовки безопасного пропуска палатковых вод выполняют превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда. А на сегодняшний день это где-то порядка 70 участков на реках республики, в том числе и на реке Лена, Токолыма, Амга. Будем наблюдать за затороопасными участками, и мы прогнозируем где-то порядка 40-49 возможных участков, где мы оперативными службами будем проводить взрывные работы. Между тем и по северным рекам, если смотреть на карту снегозапасов, то мы наблюдаем по Анабарскому району тоже высокие уровни снега. Не исключаем ситуацию с заторообразованием и по Токолымской группе районов, это в районе Верхнеколымского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов. В целом на территории городского округа у нас в зону подтопления подпадает 9 населенных пунктов. То есть, хочу сказать, именно сами села, да, а только части. То есть это у нас Табага, Хатасы, Пригородная, Даркалах, Сырдах, Тулагина, Капитоновка и микрорайон Кангаласы. Из 7 населенных пунктов у нас подпадают примерно 326 частных домов. У нас подготовлены 11 ПВРов, которые могут разместить 1350 человек. И то есть для перевозки будем привлекать наше муниципальное предприятие ЯПАК. Имеется у них в наличии свыше 30 автобусов. Ну, то есть если дополнительно потребуется, можем увеличить. У нас на самом деле подвержены подтоплению 123 населенных пункта, 24 районах. Поэтому здесь тут сказать, что все это тонкие места на самом деле. Мы даже не можем сказать, что сегодня вот спокойно по этой реке, а когда затор станет и как резко начнет топить, мы здесь можем сказать, что да, этот населенный пункт у нас. И поэтому мы по всем 123 населенным пунктам, по 24 районам и работаем. Какова ситуация по северному завозу? Как будут реагировать отряды нашего МЧС, вообще отряды вот этого реагирования немедленно для помощи людей? По северному завозу мы то, что запланировали, мы уверены, что запас топливно-энергетических ресурсов, социально значимых продуктов, все мы завезли в рамках своего плана. При этом, о чем вы подняли вопрос, при каких-то экстремальных условиях, конечно, не оставим, как говорится, с бедой одним. Да? Есть договоренность с Министерством чрезвычайных ситуаций по привлечению авиации. И в том числе, слава богу, мы тот такой регион, который имеем свои авиакомпании, в отличие от других, тех же соседей. И поэтому мы считаем, что здесь и полярные авиалинии, и авиакомпания Якутия, в том числе авиация, которая у нас будет работать по линии МЧС, они будут готовы выполнить задания, которые мы будем ставить в рамках чрезвычайных ситуаций. Мы работаем по счету ущерба и финансирование работаем по постановлению правительства республики номер 297 от 2017 года. Так, и согласно постановлению расчет ведется, пострадавшему выплата идет на человека 5000, это единовременная материальная помощь, и за материальный ущерб, это финансовая помощь, в зависимости от полноты ущерба. Если полная, то 20 тысяч на человека, а если частичная, то 10 тысяч. Тут
считается по первой необходимости. Если вещи там по первой необходимости, такой подсчет ведется. Сейчас уже независимо от человека зарегистрирован или нет, если человек попал, в тот момент, если находится на территории территориальной эксплуатации, если он попал в эксплуатацию, то имеет право получить это единовременную материальную помощь и финансовую помощь. Да, пользуясь случаем, еще хочу сказать, что с 20 апреля, по сути, начинается охотничий сезон. Вы все знаете, что якутяне – это заядлые охотники, и за прохождением паводковой ситуации приходит пожароопасный сезон. И вот в этом плане я бы хотел, во-первых, во время паводкового сезона наши охотники не искали приключений на островах больших рек. С прошлого года мы уже предъявляем счета на оказание тех же услуг по вывозу людей, которые оказались на островных участках. Это не шутки. Сейчас леты вертолета – это огромные деньги нашим охотникам, искателям приключений, чтобы они не подверглись опасности. И второе – это вот по пожогам. Это чтобы они тоже не сжигали после себя, не оставляли костры, не подвергали нашу природу тем событиям, которых мы испытываем ежегодно, и в том числе в 2021 году, который мы проходили.